Ассаламу алейкум. Добрый вечер. Добрый вечер. Приветствую всех. С вами снова я, Орти Аслан, на канале Реалити. Сегодня 15 марта 2022 года, 20 часов по Берлину, 22 часа, соответственно, по Джохару. Приветствую вас, друзья. Так, Довели. Алейкум ассалам. И вам спасибо, Довели, что поддерживаете, смотрите, ставите лайки и распространяйте наши видео. Спасибо вам большое. Итак, давайте подождем, пока все соберутся. Так, поправим значочек. Начну с того, что сегодня у нас происходит важное событие, конечно, историческое событие. Это русско-украинская война, агрессия России против Украины. И та информация, которая поступает нам, если не смотреть российское телевидение, по российскому телевидению они уже всех победили, чуть-чуть осталось. Еще один стакан, как говорится, и они уже будут в Киеве. И хочу сказать, что очень хорошая ситуация у вооруженных сил Украины. Враг получает по шее, по всем направлениям. Конечно же, есть потери и с нашей стороны, и много погибших среди мирных граждан. Большому сожалению, террорист Путин, фашистская Россия, о которой мы так много говорили, кричали, доказывали, но нас как бы игнорировали, призывали всячески услышать нас, но нас не слышали. К большому сожалению, вот сейчас получаем за беспечность, за наивность то, что должно было произойти, к большому сожалению. На сегодняшний час, на данный момент в Украине очень много уничтожено русских фашистов, оккупантов. Буквально вот сегодня было очень большое боестолкновение под Николаевым городом. И враг несет ощутимые потери, ощутимые. Дух защитников Украины на очень высоком уровне. И все у русских плохо. Все. Не верьте ни одному слову из телевизора, которое они говорят. Это 95% лжи и фейков, абсолютно, 100%. И именно поэтому сегодня я прочитал, что несколько дней назад произошли взрывы на Чернобыльской атомной электростанции и произошло отключение энергообеспечения данного объекта. И есть вероятность, что идет утечка радиоактивного материала. И даже поступала информация из Украины, от моих знакомых, что уже есть люди, которые чувствуют недомогание, уже головокружение и все признаки радиоактивного облучения. Мы об этом тоже говорили буквально недавно, когда Арахамия сказал, что чеченцы захватят атомную электростанцию и потребуют независимость. Об этом и раньше мы говорили. И вот, когда Арахамия сказал, уже казалось, что уже все уже фактически вырисовывается.
видим, что русские получают по шее, а если они получают по шее, то они еще более кровавые будут свои меры применять. Так что вот так вот пока сейчас дела обстоят. Ну, будем дальше смотреть и освещать эти события, эту войну. Я теперь буду каждый день выходить в эфир. В ТикТоке меня снова забанили после вчерашнего моего эфира. Я его, кстати, еще не выложил. Вчерашний я выложил один, и у меня был второй еще. Вчера 2 раза я выходил в ТикТоке в эфир. Его я тоже выложу, чтобы просто сегодня так много я выкладывал видео, что решил на завтра это все оставить. Буду заходить в чат-рулетку, троллить дальше фашистов. И тоже буду выкладывать эти видео. Короче говоря, переходим на военное положение и будем каждый день по много раз сообщать и новости, и события, которые освещать те события, которые там происходят. Так, и я тогда сейчас давайте сперва приветствие наше. Так, Нью Горизонт, слава Украине, героям слава, Нью Горизонт, приветствую тебя, Мадина, приветствую, Леди, приветствую, Машо, Эльга, Мадина, оставим все остальные, Берджело, всем доброго времени суток, говорит Леди, Glory to the nation, Des to Anims. Так, Аслан Машвой, Салам Маршал, Масерга, всех приветствую. Дели, Салам Маршал, Гуль Фрайроки, Машвой. Денис Уа, я вас тоже, Денис, приветствую. Так что вот такие вот дела. Так, ну давайте я сейчас вам немножко расскажу, покажу, освещу новости. Так. Так. Россия запретила въезд. Одна из новостей. Очень трагическая новость для Соединенных Штатов. Теперь точно они загнивают, потому что Россия запретила въезд в страну президенту США Джо Байдену и его сыну. Катастрофа, короче. Конец Америки. Все, хана. Далее. Так, это у меня откуда эта новость тут появилась? Далее новость нам сообщает, цитата дня, «Голос Америки». Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, из-за которой в Кремле начинается бессонница после каждого раза, когда она выступает, заявила, что США совместно с союзниками сокрушили экономику России. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти принимают меры поддержки российской экономики и что есть основания полагать, что последствия санкций против России будут минимизированы. Тем временем Соединенные Штаты предупредили ранее Китай о том, что он столкнется с последствиями, если примет решение оказать поддержку Москве в условиях экономических санкций со стороны Запада. Евросоюз и страны Большой Семерки завершили подготовку 4-го пакета санкций против России, сообщает Reuters со ссылкой на источники в ЕС. Среди них отказ России в торговом статусе наиболее благоприятствуемой нации. Кроме того, планируется лишить Россию членства в ведущих международных финансовых организациях, включая МВФ и Всемирный банк. Господи, благослови Америку, хочется сказать после каждой такой новости. Так, далее следующие новости, которые поступают нам. Так. Я это уже видео новость. Это великолепный Херсон. Давайте я вам покажу это видео, где оккупанты
и люди митингуют. Давай. Царя перекрыли дорогу. Вот по этому поводу хотелось бы добавить, знаете, что украинцам нужно во всех городах выходить. Должна быть всенародная стачка. Все государство, все люди этой страны должны выйти во всех городах, даже которые не оккупируются. Это нужно Зеленскому сказать, руководству страны сказать, призвать всех, чтобы как можно быстрее выходили и заявляли: русский солдат, фашист и оккупант. Так всегда было и так продолжается. Русский солдат, фашист и оккупант. Также новость, печальная новость, что еще один журналист убит в Украине, на этот раз американский журналист Брент Рено, режиссер-документалист, в прошлом работающий в Нью-Йорк Таймс, погиб в результате обстрела в Ирпене. Также вы знаете, что погиб еще и ирландский один журналист. Частота гибели журналистов может говорить о том, что идут интенсивные боевые действия. Ну и то, что фашисты не выбирают или даже целенаправленно бьют по журналистам. К большому сожалению, это так. И так, другая новость. Так, «Голос Америки» сообщает, что Салливан, в частности США и их союзники, будут наращивать давление на Россию. Также известно, что погиб американский гражданин в Америке, еще один. Найдено тело нашего Паши Ли, помог детям выбраться из дома, эвакуируя людей из Ирпеня. Та эвакуацию, которую россияне вырвали обстрелами мирных жителей, Паша снял доспехи и надел ее на малыша, который она носила на руках. Враг пулей захватил ее жизнь. Так, это не американец, я извиняюсь, это, по-моему, гражданин Украины, который тоже погиб. Так, скорбим вместе со всеми, по всем погибшим в Украине. И если сейчас мы это все оставим, забудем, как мы забыли то, что сделали с чеченцами, как то, что сделали с грузинами, то, что сделали с сирийцами, то, значит, будут и следующие. На Украине мы должны поставить точку, и солнце свободы должно зайти со стороны Украины. Так, давайте я вам покажу Буча. Видео, несколько минут буквально. Давайте посмотрим. Тоже важно знать, что происходит в Украине.
От дивись, точка далі. Ось металева двері, тройка. Це все один заряд. Пробиває наскрізь. 15. Ось вона пробила наскрізь. Пробиває ці двері. Ну це легеньке, але після. Ого. По будинку ми шарнути знову. Оце я тут стою у дверях. Хотів відкрити ці двері. Зайдіть, покажу, де вона закінчилась відповідь. Ось дивіться сюди. Ось я стою тут, вона оце пробиває, я тут. Сюди, сюди, там. Вибито, дивіться, моя рука там вся. І оце вона тут закінчила політ, впала сюди під ноги мені, а я отут стою. Ну дивіться, це чудо. Тепер подивіться, що в мене з кімнати. Ось дивіться. Оце що, це наступна квартира, дирки видно. Оце в осколках у мене все посічено. Там дивіться. Ну, все на все. Оце мій балконом вирвало замок. От бачите, проходило через балкон, окна всі. Посікло всю одежу. Вона нічого не залишилось. Подивіться, де заходище було. Вон, дирка скрізня, чуть вище батареї. Тут проходило прямо через балкон. Ідіть сюди, дивіться. В мене не залишилося нічого. Оце що на мені. Так, друзья, дальше. Помните, очень много русские распространяли про какое-то там биологическое оружие в Украине, что вот там нашли какую-то лабораторию медицинскую, там какую-то научно-исследовательскую, которая есть во всех странах, обозвали ее биологической американской лабораторией, которая готовится там, чуть ли не нападать на русских там, и так далее. Не знаю, как можно применить оружие отдельно к русским. Например, если генетически какое-то оружие отдельно для какой-то нации, да, этнической группы, если применять, наверное, даже и к чеченцам его было бы очень трудно применить, потому что ну, мы все разные, и не говоря уже о русских, которые, ну там просто сборная солянка. Ну вот рассказывают, на самом деле есть большая вероятность, что русские хотят применить это биологическое оружие, и то, что Чернобыльская АЭС произошли взрывы, об этом я вам тоже сейчас прочитаю статью. Ну давайте я вам сперва расскажу про факт. Россия имеет активные программы создания биологического оружия, нарушая формы международного права. Именно Россия, а не США, имеет большой и хорошо задокументированный опыт применения химического оружия, в том числе в ходе покушений на жизнь и отравления политических противников Путина, сообщают нам американцы. Так, далее на Deutsche Welle вышла другая новость, где Дуд есть такой, да, президент Польши, Анджей Дуда. Если Россия применит химическое оружие в Украине, это может изменить позицию НАТО в отношении конфликта, допустил в интервью BBC президент Польши Анджей Дуда,
Конечно, все надеются, что Россия не решится это сделать, но если она применит оружие массового поражения, это станет переломным моментом во всей истории, заявил Дуда. В таком случае, добавил он, НАТО придется всерьез задуматься над тем, что делать, потому что тогда ситуация начнет становиться опасной не только для Европы, но и для всего мира. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что Россия может применить в Украине химическое оружие. И в последние дни мы слышали абсурдные утверждения о лабораториях по химическому и биологическому оружию. Мы должны сохранять бдительность, поскольку не исключено, что Россия сама может планировать операцию с химическим оружием, используя этот вымысел, сказал Йенс Столтенберг. Если вы помните, еще в прошлом году, когда я не верил, что Путин открыто пойдет на Украину, я допускал, что будут отдельные какие-нибудь группы проникать, совершать и применение химического оружия, и бактериологического, биологического, в том числе и применение какого-нибудь ограниченного ядерного удара или подрыва какой-нибудь атомной электростанции. И вот теперь генсек НАТО повторяет за нами то, что мы говорили. Но Путин удивил снова всех. Послал это мясо, свое пушечное мясо, в наглую просто заваливать Украину. И, к большому сожалению для русских солдат, для фашистов и оккупантов, они там несут большие потери. И заваливаются, и фактически перемалывается русская армия. С одной стороны, это очень хорошо, с другой стороны, очень жаль, что гибнут люди. И в первую очередь, конечно, жаль мирных людей, которые погибают. Очень жаль. Ну, так, давайте я вернусь к вашим вопросам, потом я продолжу. Аслан Фрайроки, оказывается, девушка. Правда, что ли? Фрайроки. Я тогда извиняюсь. Аслан Машу, Аслан Маша, Масерга, всех приветствую. Дели Аслан Машу, Фрайроки. Так, Иса Медаев. Ассаламу алейкум, Аслан Маша, Масерга, Бусал, Вежашка, Ижашка. Ва алейкум ассалам. Иса Микола Кашицький, привет с Украины. Витаю, Микола, и вас. Победа за Украину, New Horizons. Дай Бог. Аргно, салам дума сарга, помните мои слова, прогноз Росвермахт, чтобы уйти от ответственности и чтобы увести от ответственности русский народ от войны, будут создавать подобие ИГИЛа в Украине. Маш Вова Аргно, если честно, я не совсем это помню, но я вполне это допускаю, согласен с тобой в этом. Аслам Маршал Хиль Марупил. Марупил, кто держит? Аслам Маршал Хиль Марупил, кто держит? Соцакитер Дейлер Салам Маршал. Ой, Саваш, а Мариуполя убоя. Так, ассаламу алейкум, Анзору Юве, ва алейкум ассалам. Ури, ва алейкум ассалам. Шайверга Маш Довер, Ежери. Фрайраки, да, точно. Так, Фрайроки. Дойшер какой-то. Украина вместо России дружить. Украинцы молодцы, Фрайроки. Да. Как найти? Ассаламу алейкум. Всем приветствую, наши друзья. Бюсти, Хиль, Леди, Фрея. Ва алейкум ассалам, Ашвойль. Так. То, что Байден его сын, но ни один вменяемый гражданин свободной Западной Европы не приедут в эту зону отчуждения под названием Россия. Да, Иса, не говори. Кстати говоря, мы порвали свой российский паспорт, и теперь россияне тоже начали рвать свои российские паспорта. Видите, наш флешмоб через год подхватили русские. К большому сожалению, некоторые так называемые оппозиционеры, которые здесь находятся, они не поддержали тот наш флешмоб, зато поддержали Chechen Lives Matter. Вот это поддержали, а вот паспорт порвать не поддержали, к большому сожалению.
Так, DE Reality, ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам DE, Машва Reality. Так, я не верю их переговорам, о чем говорить с ними, когда они уничтожают все. Да, именно так. Аслан, правильно то, что ты говоришь Христо Грозе и либеральных подонков и расистов. Да, я был вынужден это сказать. Фриман антипутинец. Вечер добрый всем соратникам, борцам с империей зла. Машволь, Фриман. И тебе не хворать. Фриман антипутинец. Смерть русизму, человеконенавистнической имперской идеологии, смеси нацизма и фашизма. Чеченский Азов в каком городе воюет? Чеченский Азов, я не знаю. Ну кто знает. Под Киевом говорил, или в Киеве говорил Муслим Чеберлоевский, они находятся. Но больше я не знаю. Так, давайте, друзья, перемотаю. Ассаламу алейкум, акинец, Маш. Нохчи нохо Маш, ва алейкум ассалам. У меня не было Роспаспорта, так что мне рвать нечего. Повезло, нохчи, Рэй, повезло. Куда смотрят иностранные наблюдатели? России сейчас никто не верит. Да, расисты всегда обвиняют других в том, что они сами собираются сделать. По таким заявлениям можно судить о их планах. Клево. Да, абсолютно с вами согласен. Клево. Так, друзья, давайте тогда я дальше продолжу ознакомливать вас. Вот я вам сейчас покажу карту боев. Это 20 секунд буквально. Как фашисты заходят в Украину. Это надо будет увидеть. Так, звука здесь нет. Окей. Так, на 9 часов 13 число. Буча, Гостомель, Бровары, Сумы. Затем дальше они идут на Харьков, на Мариуполь, Волноваха, Попасная, на Харьков, Николаев. И здесь идет бомбардировки. Как вы видите, это бомбардировки. Просто качество не очень хорошее. Вот через Facebook просто мы смотрим, а там бывает не очень хорошее качество. Вот бомбардировки, смотрите. Бомбардировки Ивано-Франковск, Львов, Луцк, Умань, Васильков, Ахтырка, Харьков, Сумы, Чернигов, Николаев, Попасная. Короче, бомбят всю Украину. Твари. Твари. Просто самые настоящие твари. Самые настоящие убийцы и преступники. И самое интересное, я общался и в чат рулетки, и так. Русские поддерживают. Они, я не знаю, что с ними происходит, но не понимают, наверное, что им все это выйдет боком. Давайте еще одно видео тогда я вам покажу. Это бомбардировка, по-моему, Мариуполя, если я не ошибаюсь. Так, здесь тоже нет звука. Смотрите. По жилым домам. Военные преступления, самые настоящие преступления против человечности совершают русские фашисты. Вот. Вот тебе драс. Вот. Еще соседний дом горит. Этот дом горит. Вот. Бомбят и бомбят. Уже планируется сейчас, я у себя выставил в сообществе, планируется сейчас Международный уголовный суд в Гааге начинает разбирательство по тем преступлениям, которые совершает Россия. Так, давайте еще одно я вам видео покажу. Просто
апокалипсис какой-то. Я ничего подобного в жизни не видел вживую. Я вам серьезно говорю, это шок. Только сейчас я вижу последствия того, что я пережил позавчера. Из какого ада я выбрался. По этой улице я эвакуировался. По этой улице я уходил. И вот там чуть дальше меня ждала моя группа. И оттуда мы отсюда уехали. Если бы мы уехали позже или не уехали, мы попали бы еще вот в эту добавочку. Вы понимаете вообще, чего я избежал? Вот так нас принуждают к миру. Вот такая спецоперация Путина на Донбассе, а разбомблен Харьков, в котором никогда со времен Второй мировой не было войны. Смотрите все, смотрите весь мир, как Путин разрушает мой город, как путинские оккупанты разрушают мирный Харьков, в котором не было войны 80 лет. Наш город, который мы строили своими руками, который красивее любой вашей российской помойки, который вы приезжали и вас встречали как родных. Город, в котором вас любили. Город, в котором вам всегда дали бы приют, вам и вашим детям. Вы превратили его в руины. Это международное преступление, и вы за него будете отвечать. Запомните. Жаль, мужик крестится, когда молния ударит. Надо было немножко раньше. Не ждать их как родных у себя в Николаеве. И не имеет значения ваша этническая принадлежность. Говорящий мог быть русским. И это вообще не важно. Наших русских, наших чеченских русских, они также бомбили бесщадно просто. Ну и выражение, крылатое выражение президента США Джозефа Байдена: 1 рубль теперь стоит меньше, чем 1 американский цент. Поздравляю. Сообщается, что сейчас доллары можно купить за 300 рублей, а евро 330. Вот такая вот информация. И я бы хотел бы сказать чеченцам, которых сейчас опять собирают, туда едут: вы имеете право отказаться. Я еще раз вам говорю, еще 100 раз вам это буду говорить. Вы имеете право отказаться, не ехать туда. Это агрессивная война против иностранного государства. Вы не обязаны принимать в этом участие. Вы имеете полное право не поехать. Даже если против вас возбудят дело и там год или 2 вам дадут срок, лучше сесть в тюрьму. Не едьте на эту войну. Валлахи, хицкамел мадинас. Валлахи, биллахи динас. Я дедя, что мы было аски эскарантига. Валлахи ватсос, скирва и кирам тюши дюч. Валлахи бакмаду асбог. Хитцер стрим юлели камел мадинас. Циг Украина был, нац, тремш бечерц, тремш цебечерц, церц камилш мадинас. Я деду был аски, уабехш бубо, бэгбеш бубо, переносной крематорий, что бэгеш бубо. Да буги кичанаш, декиш дэг до бог. Безымянный, скажешь, что дабух бог. Мабарит шайнахтик, мабарит хейн дуя, ху, мич боич бош. Иран царх бэг мабия, оққал шаш, халқи индол шай, дюзел шай, бейш. Мадай ит шаш, мадай ит, уш мабай ит. Вайцеп мабия ед, ночи қам масисаз мадарит, ночи қам диц мадитит. Гэск шанюхи уэттан, дуэлах шдубайрат. Дал қитам луэршун. Дал метдах дойлуэ гам. Так, давайте дальше. Ночью Асан, что там с Саид Эмином? Он же подал суд Гааги на Россию. Я не знаю. У меня нет никаких контактов с Саид Эмином. Да, австрийские права без би ухи гума яхтсю Украины дия вокр валесуа. Сун цагаан австрийский права вахкурвац диях вахкурвацон. Так, гош депорт я гяч барсун зундель пас дайс сё.
Сунца Анзор Викуэдо. Хичмах Давор Воледу Украине. Аук Надатигох. Так. Со стримью Юэч. Так, давайте дальше. Дерюш бюхум швеч дела арбуэле рэски эскеш амин амин яла амин. Если про паспорт Ичкерии это правда, то я вас поздравляю, это здорово, клево. Нет, это был стёб, это был троллинг русских фашистов. Знаете, когда я выходил в чат-рулетку и говорил, что я с Германии ставил, Германию показывает какая страна, ко мне очень настороженно относились. А когда я захожу, я видят, что у меня Россия стоит, я чеченец, я говорю, что я чечни, все, они раскрываются уже по-свойски, они там начинают мне... Я очень долго смеялся. Ну, и я подумал, и вот помните, один мне там говорит, я говорю, вот нам ичкерийские паспорта выдают там и так далее. Он говорит, это чтобы санкции обойти. Сразу у русского мозг как работает. Обойти санкции, о, отлично. Да, не хватало теперь, мы будем теперь за счет своей Ичкерии вам помогать обходить санкции, конечно же. Да, я говорю, нет, это только для чеченцев. У них челюсть отвисала просто. Вы видели. Я сегодня тоже еще пообщаюсь с ними. И завтра выложу тоже видео. Так, Сурен Наму, ассаламу алейкум. Почему Зеленский не признает Ичкерию? Ичкерийцы поехали бы воевать, если бы признали. Ва алейкум ассалам, Сурен. Я не знаю, почему Украина не признает. Не знаю. Боже, храни и спаси Украину. Нох. США Америка, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам, США Америка. И шаид дерг лайлайн инбол нохчи озгашшан мютах хинц беш яхцах йетцан отцул хума йоцумш мухирбу ху адмаш хирудо хинц нохчи чуабол хакмиш надзирателш фрай роки сбои. Дела темшином дуе. Темшином дуе. Чо темшином дуе. Бой нохчи. Ну, цахом ду, рэсхшант и болбинаги, рэсхшт мютахиллаги, ал нахбай наши ушбюча бац, и шевега люстрация иш уямасон. Шевега дохкум даци. Я видел видео, нах нохчуматлалесе, нах Турции дабел, Стамбуле дабел. Совет локшут, шей кегина, йог призыв решен. Мобилизация решен. Рэски иш вушен. И Чернобыльские атомные электростанции решен царь, кидир, душун, кидир, ше дегдаусар в рэски. Русские попробуют сделать все, что они могут, да, в том числе и Чернобыльскую. Вот сейчас они отключили от электроэнергии и может произойти утечка. Сейчас я вам прочитаю как раз на эту тему сообщение. На Чернобыльской АЭС прогремели взрывы, станция обесточена. Россия может нанести ядерный удар. Национальная энергетическая компания Укрэнерго зафиксировала полное обесточивание Чернобыльской АЭС и забила тревогу. Оператор опасается, что полное обесточивание Чернобыльской АЭС может привести выход радиоактивных веществ в окружающую среду. В результате весь персонал станции, который сейчас находится в плену российской оккупационной армии, получит опасную дозу излучения. НАЭК «Энергоатом» уточнил, что обесточивание всех ядерных объектов зоны отчуждения связано с повреждением ЛЭП 700 кВт. Киевское электроснабжение нарушено в городе
Славутич. Боевые действия продолжаются, что делает невозможным ремонтные работы и восстановление энергосбережения, отмечает Укрэнерго. В ответ Россия тут же обвинила украинскую сторону в нанесении каких-то ударов по подстанции и линиям электропередач, питающим Чернобыльскую АЭС. Ранее российские военные обстреляли из танков энергетический блок крушения в Европе Запорожской АЭС. Эксперты все чаще говорят, что Россия может устроить гибридную ядерную войну в Европе. Российские политики и пропагандисты все чаще пугают мир ядерными ракетными ударами, но более вероятным сценарием может быть взрыв на одной из украинских АЭС, в котором Россия, как обычно, обвинит мифических националистов. На фоне серьезных поражений российских войск со стороны вооруженных сил Украины и надвигающегося экономического и политического коллапса в Кремле рассматривают все более безумные сценарии ведения тотальной войны с Западом. Среди целей фигурирует не только Украина, но и дружественные ей Польша и страны Балтии. Еще одной целью возможной российской атомной агрессии может стать Япония. Кремлевские пропагандисты пригрозили ядерной атакой по Японии. Токио может остановить ядерная атака со стороны России. К этому призвал российский ангажированный журналист Сергей Маржецкий. Так, вот такие вот дела, друзья. Ну, вот такие вот дела. Так, Аслан Хинцова Вацарсун Цахар Борг Чех Дердат. Да, его видео интернет. Мелё. Да, сейчас уже все. Это может быть был знак со стороны Патрушева. Знак чего, о чем ты говоришь, Муся? С кем поздоровался Патрушев сегодня первым, чем с Рамзиком? Не знаю, я это не видел. Аслан, русские все понимают. Путин это отражение русской фашистской сущности. Сам Путин заявил западному журналисту, что те преступления, которые он творил в Чечне, Грузии, Сирии и Украине. Иса Медаев. Да, Иса, он так и сказал, что он во благо русских он это делал. Вопрос, с кем поздоровал Патрушев перед Кадырем, знает кто? Я нет, я не знаю. Ох, и длинной же будет скамья подсудимых и поносцев. Многие не доживут до этого славного часа, самоудавятся. Я думаю, что паспорт очки должен быть наготове, ведь независимость не за горами, иншаллах. Да, не за горами, иншаллах, да, мула. Сейчас, одну минутку. Так, друзья, переходим. Фриман Антипатинизм. Любой русский фашист на территории Украины, независимо от возраста, должен сдаться в плен, либо прибит как бешеная собака. Никакого спуску всей этой дикой кровожадной русской орде. Так. Как приехать в Украину из РФ, помогать украинцам, друид. Вам нужно позвонить на телефон вооруженных сил. У меня на канале в разделе сообщества есть телефон. Но там нету тех, кто не в Украине. Тех, кто уже в Украине, для них там есть номер, но вы можете позвонить, они вам подскажут. Когда Патрушев спустился с трапа, сначала каким-то чуваком в очках поздоровался, а потом только с Рамзиком. Так, не знаю, как найти, если ударит Путин ядерной бомбой, то, на мой взгляд, это будет чуть западнее от центра Украины, чтобы разделить земли и забрать части, тем самым как бы будет граница, не утверждая мысли вслух. Как найти? Ну, я не знаю, конечно. Благодарю, говорит Друид. Да, Друид, это у меня в сообществе есть. Для тех, кто хочет перейти на сторону Украины, есть вот такая вот там информация. Там надо полистать, правда, это уже несколько дней назад, ну, после начала войны, как минимум, это было. Так, давайте посмотрим еще одно видео. Тоже коротенькое видео, я вам сейчас буду это показывать. Так, стоп.
едет танк и взрывается на фугасе. Все. Нету танка. И всего экипажа нет. А нет, живой кто-то вылез. Вот бежит. Повезло. Алхель Мокшелом ряд солнце. Так. Как мы знаем, русские рассказали нам, что укрофашисты нанесли удар по Донецку. Конечно, это абсолютная ложь, как все, что исходит из их уст. Но здесь все российские СМИ в этот час сообщают, это вчерашняя новость, об ужасной атаке украинской нацистской армии на мирный город Донецк. 2 человека погибли, 9 ранены ракетой .у в Донецке. Об этом могут даже подтвердить все российские. Даже видео ужасно уже показывают. И очень стрёмно при всем, потому что за окна двери были обидно. Упс, что это была за ракета из сахарной ваты, говорит здесь. Ну, давайте посмотрим. Укрыться от этой страшной, поражающей мощи было просто невозможно. Поэтому такое количество погибших. Еще раз скажу, 20 человек погибли, 16 сейчас находятся в очень тяжелом состоянии в республиканской травматологии. Одного из предполагаемых снарядов сейчас специалисты выясняют, Могу сказать более-менее уверенно в том, что, скорее всего, русские сами нанесли целенаправленно, чтобы отвлечь от внимания от того, что они нанесли удар по роддому в Мариуполе. Это их излюбленная тактика, мочить своих и сваливать это на других там, как это они делали с нами. Так, давайте дальше. Так, благодаря историческому финансированию, включенному в законопроект о финансовой новой военной и гуманитарной помощи двухпартийным правительством, мы можем быстро ускорить наш ответ и помочь облегчить страдания, причиняемые путинской войной украинцам, сообщает президент США Джо Байден. Защитников Чернигова из оперативного командования Пивнич, оперативной командной Норд, опознала вражеские батареи РСЗВ, которая обстреливала жилые кварталы города. Наблюдатели обратили внимание, как стала развертываться батарея для преступных обстрелов, но за несколько минут работа нашей артиллерии быстро испортила их планы. Теперь на этом месте будет клумба, сообщает Генеральный штаб ЗСУ. Российское Министерство иностранных дел объявило о введении персональных санкций против президента США Джо Байдена. Это я вам уже рассказывал. Короче говоря, вот такая вот ситуация.
И вот я вам хочу показать одно видео. Это Начало масштабное наступление на 3 минутки, будет 3,5, чуть меньше 3,5 минут. Давайте посмотрим это видео на канале Чеченский след, Рязанский сахар. Le 24 février à l'aube, l'armée russe 24 февраля на рассвете российская армия начала масштабное наступление на Украину. Это наступление на Украину уже 6-я война, которую ведет Путин с момента своего прихода к власти. На самом деле мы понимаем, что вот уже 20 лет Путин каждый раз начинает войну одним и тем же методом, то есть демонизируя противника, чтобы оправдать свое вторжение. Метод Путина. La Tchétchénie est un conflit particulièrement long, lourd et sanglant. Чечня. Это особенно тяжелый и кровавый конфликт. Русская армия отличается особой жестокостью по разгрому городов и систематическим бомбардировкам. Son offensive en Tchétchénie en accusant les indépendantistes tchétchènes d'être Путин оправдывает свое наступление в Чечне, обвиняя независимых чеченцев в том, что они являются опасными террористами-исламистами. Разрушив Чечню, он поставит во главе республики близкого ему чеченца Кадырова. Война в Чечне еще не закончилась, но уже в 2008 вспыхивает другой конфликт. Грузия. En 2008, donc, le conflit en Géorgie se déclenche par une action de l'armée géorgienne contre les В deux. 2008 году конфликт в Грузии был спровоцирован акцией грузинской армии против двух повстанческих пророссийских республик – Осетии и Абхазии. Это служит поводом для Путина начать свою акцию в Грузии. Путин прямо говорит о геноциде населения этих двух маленьких грузинских республик. Путин снова представляет себя спасителем русских, где бы они ни были. Хорошо, что эта война в Грузии очень коротка. Он получает то, что хочет – политический контроль над двумя маленькими грузинскими республиками, которые составляют 20% территории Грузии. En 2014, en Ukraine, tout commence en fait par des très grosses manifestations de la population contre le président pro-russe. Suite В à 2014 на Украине все начинается с очень большой демонстрации населения против пророссийского президента. После отставки пророссийского президента в Украине, Путин новую власть считает нелегитимной и вводит свою армию в Крым. Путин советует русскому населению Крыма присоединиться к России. В очередной раз Путин заявит, что идет защищать русское население. Аннексия Крыма происходит очень-очень быстро. Организован референдум. Он получает 81,5% за присоединение Крыма к России. На самом деле мы понимаем, что метод Путина всегда заключался в том, чтобы оправдать свое военное вторжение, демонизируя своего противника, как мы недавно видели в случае Украины, для денацификации Украины. Этот способ демонизации в большей степени позволяет выставить себя спасителем, как в глазах своего населения, так и в глазах внешнего мира. Наконец мы понимаем, что Путину удалось своими военными действиями добиться того, чего они хотели – восстановить Россию как великую мировую державу. Обратили внимание, французы, которые нисколечко не виноваты в том, что над нами фашисты русские совершили геноцид, всегда упоминают Чеченскую республику. А грузины, украинцы, которые были вот в Польше, да, на форуме, да и очень часто про русских фашистов и русских либералистов, я уже не говорю даже. Они вообще забывают, что была Чеченская республика, что был геноцид, что в Чеченской республике уничтожено от 80 до более 100 тысяч оккупантов, русских фашистов, пришедших на нашу землю, что убито 300 тысяч чеченцев, граждан Чеченской республики Ичкерия, среди которых 42 тысячи детей. Об этом русские фашисты забывают. Ну и не фашисты, ну, как бы не фашисты, забывают. Ну и даже не они, даже украинцы забывают, даже грузины забывают и так далее, и так далее. А вот французы почему-то не забывают.
Но теперь уже начали не забывать и многие, слава богу, нас все-таки потихонечку начинают слышать, и потихонечку у нас получается донести информацию до мира, до людей, пробить вот эту брешь пропаганды. К большому сожалению, среди нас есть предатели, которые под видом ичкерийцев, под видом людей, которые стоят на нашей стороне, абсолютно стопроцентно играют на руку врагу, действуют по его указке. Ну и есть полезные идиоты, которые тоже способствуют этому. Ну ничего, ничего, к большому сожалению, мы остались обезглавленные, и поэтому у нас нет никакой работы в этом направлении, нету надежного источника информации, которому весь народ верил бы. Лидеры, представляющие себя лидерами, дискредитировали давным-давно себя, и все это время молчали. Вот я уже 6-7 лет здесь, говорю об этом, уже 2-3-4 года, уже больше 3 лет уже говорю об этом. Но все это время я не видел, чтобы какие-то выступления, какие-то там работа велась. Все заняли паузу, правда, сейчас зашевелились, сейчас все изменится и так далее. Если это сейчас затянется, опять все залягут, их опять нету и так далее. Сейчас, посты делить они собираются. Ну, посмотрим, какие посты будут они делить. Так, давайте почитаю ваши комментарии. Как найти имбадон? Крыса еще может прыгнуть, да? То есть он бежал и горел, за ним шлейф дыма шел. А ты про этого, которого в танке взорвали, да? То есть Машуалю. На Фримана русские либералы начнут визжать, что в России нет фашизма, нет народ, который вырастил таких героев, садистов, фашистов. Это и есть фашизм. Так, Фриман объяснять русскому все равно, что тираннозавра пробовать хоть как-то выдрессировать. Гора мускулов и мозг грецкий орех. Да и гора мускулов оказалась не такой уж и горой. Чеченский след, отличное видео, говорит леди. Мы одни были. Да, Ури, мы были одни. Так, ассаламу алейкум всем. Ва алейкум ассалам, Вилпус Машвой. Вилпус инкульта аслан ролик о Христа Грозеве в топ. Дуже дякую, Вилпус. Твоя оценка очень важна. Фриман антипутинизм. Война становится жестче, начались этнические чистки, убийства украинского гражданского населения. Это начинает попахивать Югославией. Да, Фриман, это попахивает Чеченской республикой, и я надеюсь, результат будет как в Югославии, как в Югославии начнут этих преступников мочить в сортире. Джахар Дудаев всем говорил, да, Баду Иза. Так, ночи говорящий, я не обвиняю русский народ, у меня неприязнь к таким болванам. Фриман антипутинизм – это тот же мировой порядок, который пытался утвердить Гитлер, и угроза человеческой цивилизации, исходящая от Путина, как минимум не меньше угрозы, исходящей от Гитлера. Если не больше, у Гитлера не было ядерного оружия. Фриман антипутинизм точно так же, как невозможно было остановить Гитлера политикой умиротворения, уступок и компромиссов, этим невозможно остановить Путина. Дипломатия, увещевание, призывы к миру здесь бессмысленны. Клево. Да, украинцы только недавно начали узнавать, что за бойню рашисты делали в Ичкерии. Да, к большому сожалению, они убили 30% от числа наших граждан. Этого дьявола только силой можно уничтожить. Да, это говорит Фрайроки. Фриман антипутинизм. Путин будет неуклонно идти к своей цели, а попытка стран НАТО любой ценой избежать прямого военного столкновения с ним приведут лишь к росту его аппетита и дальнейшему повышению ставок эскалации. Я думаю, что решение и НАТО уже приняло. Я не думаю, что они так останутся. Как найти
حي كان الحد اللي حين لوك أديت السين لوك ديتر دون أس عتر شيء شوات سو ديك دابوش ناخ بوزت واخيان عشو سو سين لوك ديتر دولشو خرцу يتر يوشوات ديك ديتر دولشو عتر شيء شوات نيس прямо سو ملو خوش حسن ملو تغوش ياز دي شوات открытость دابوش عشو بوغردو سويجي تبارت حداوات Татьяна Петрович, غلق شليليتشا خزق ميلشليتشا شون عودل خيت يا أهت خيت شون ها غلق شليليتش كيتش بوتشارتس غاسقي موت بيتsa شون سون غاسقي موت غاسق شون يقع دغدق بيتsa بيتش حوي أنو شون ولا بيتsa بوخ حنجا أم غلق شليليتشا لارم خليتشا سي غلق تصوغر السي غلق تليليش سو لارر دوس أما سو تلوش وجي سيج указывать деш беши церга шаш вахоушир был. Фриман антипутинизм. С Россией и Путиным договариваться нельзя и верить им нельзя. Спиной к ним поворачиваться нельзя, только давить и изолировать. Изолировать и давить. Фриман антипутинизм. Пока фашистов не будут бить на их территории, никакой Югославии не будет. Да, баду из удовлетворю. Абсолютно с тобой согласен. Надо сейчас заткнуть Путина, а то как вирус ковид весь мир охватит. Да? Так, друзья, я думаю, сегодняшний стрим я сокращу, и на этом я сегодняшний стрим свой заканчиваю. Распространяйте видео в разных группах, в социальных сетях. Я буду каждый день выкладывать видео, каждый день буду выходить в эфир. До 23 марта я в ТикТоке снова забанен. Ну, конечно же, как разбанят, я и там буду проводить. Буду больше работать для победы над фашистской Россией. Все будет Ичкерия, слава Украине, Господи, благослови Америку. Дал эту боль, да и рейс хуйль массарна, адикюэль маш оэль. Дюс легаль оэль.